уехали от город Мингора. Это наш водитель. И такая дорога. Но я покушал здесь 250 пакистани деньги он взял. Если по сумм считаешь, это 80 сом, наверное. Я приехал. И вот это наш международный аэропорт. Он мне говорит, что ты не сможешь с дроном. Я ему говорю, почему дрон не ездил? Я говорю, что это четвертый раз моя, так что я выйду и с дроном всегда улетать в Бишкек и обратно. Друзья мои, доброе утро. Это не утро, это ночь, 4 часа, да? Как ваши дела? Хорошо? Меня зовут Сами, я из Пакистана. Сегодня я прилетаю обратно в Бишкек, Кыргызстан. У меня это рейс 2 часа, да? Но просто аэропорт чуть далеко от моей деревни. Я уже больше неделю, 2 пришел, что я жил в моей деревне. Я был в Афганистане. Кстати, я снимал в Афганистан очень хорошее видео, очень. Но я буду начинать послезавтра выкладывать, да, загружать видео. Потому что я был в Афганистане и не хотел, что там загружать видео, потому что я там много чего показал и говорил, да. Ну, наверное, у меня потом будет проблема, да, поэтому я там не загрузил, и я уже неделю пришел, что я монтирую это видео. Сегодня я прилетаю в Бишкек, Кыргызстан. Опять вам покажу это Кыргызстан, потому что мне эта страна очень понравилась. Это очень хорошие люди и народ весел, отличный. Так, ребята, я приехал в город уже, час 20 минут ехать по мотоциклу. Мой братишка, он уже уехал туда, видишь, домой. И мне надо сейчас ехать, это город Исламабад, это 4 часа ехать, по-моему, 4 часа. 3 часа 30 минут и 3 часа 40 минут иногда. Если они быстро, водитель будет хороший, да, потом такая дорога недалеко. И дальше потом в аэропорт выйду, вот такие машины, пока никто нету, через 10 минут он уезжает. Кстати, я хочу вам сказать, что здесь все по времени, это не обязательно, что эта весу машина будет полная. Сейчас я только один человек, да, когда 6 часов будет, он может только меня взять и будет, как называется это, до города Исламабад, только меня отвезет. Один человек тоже можно. У нас так похоже, это вокзал. Он орёх, да. Пенде, Исламабад, Пенде это город. И это машина, в этой машине я выйду. Это мое место. От город Мингора, это наш водитель. И такая дорога, но пока мы не на платной дороге, да. Платная дорога это чуть далеко, наверное, 25 километров еще есть дорога. Но так нормально, он быстро идет. Я думаю, что мы можем, но через 3 часа 30 минут мы уже будем в город Исламабад. Сейчас я здесь покушаю, но пока время это сейчас 9:30, да, поэтому мой рейс это движется, у меня есть 4-5 часов время, поэтому я приехал сюда, здесь это кефи, маленький кефи по дороге, да, здесь покушаю что-то и буду отдыхать чуть-чуть, потому что пока у меня времени много, да, я свой это багаж здесь оставил, и который сумка, это салатки называется, это здесь моя вторая сумка.
Здесь покушаю и потом чуть-чуть Facebook что-то делаю, потому что пока время есть у меня, да. И потом дальше увидим аэропорт. Так он принесел это посол, картошка, я это не знаю, что такое, это нан, пакистани нан называется. Это он принесел. Так нормально покушаю, потому что я чуть-чуть голодный стал. Извините, я покушал здесь 250 пакистани деньги он взял. Если по сом читаешь, это 80 сом, наверное, 70-80 сом. Очень дешево, чем в Киргизстане, если читаешь с Киргизстаном, здесь дешево очень. И здесь есть это сейчас метро, да, метро стейшн. Они 50 пакистани рупий везет до аэропорта, да. Это, наверное, 40-45 минут ехать отсюда. Вот здесь видно, это наше метро, Пакистане метро. Но это автобус, не как в Москве, другой, который я видел, да? Какой наш город, Лахор, там тоже это поезд метро, да? Здесь другой метро, видно такой автобус. Ну, круто, нормально, я могу через это ехать до аэропорта. Так, я пришел сюда, и это наша, метро стейшн, я не знаю, как сказать. Вы как называется, так называется, наверное, по-русскому тоже. И здесь я не знаю, почему не работает это. Мне надо через свои руки, свою сумку взять. Ну ничего, нормально, до туда уйду. Вот здесь это наша дорога. И это автобус, это называется метро, мы называемся. Я не знаю, вы можете сказать автобус, но это отдельный автобус, для их это свои отдельное место. Мне надо билет покупать. Вот это мой билет. Они взял это 90 пакистани рупий, если бы сом читаешь, это 25. 25 сом или рублей 25. Так, сейчас подождем за автобус и уйдем. Это наш. Так, я уже посел в это автобус, да. Круто. Это 45 минут ехать до отсюда, до аэропорта, потому что аэропорт не в городе, это далеко от города, как Манас аэропорт, тоже далеко от города Бишкек, да, так, у нас тоже это аэропорт далеко, но у нас есть это метро далеко, да, вы можешь посидеть 90 пакистани рупий, 90 пакистани рупий это 25-30 сом, нормально, я думаю, недорого очень. Так, я приехал, и вот это наша международный аэропорт. Нормально. Вот у меня пока есть 3 часа, я очень рано приехал. 3 часа, что буду делать? Ну ничего себе, я буду там сидеть пока, не знаю, потому что другое дела нету. Это парковка с аэропортом. И там птица, как. Так делаем, давай пойдем туда. Я посмотрю, когда они начинают это бординг, я не знаю по-русски, как это сказать, бординг называется по-английски. Давай пойдем. Здесь видно, я не знаю, кто он. Много людей снимают фотки с ними. Но это огромный аэропорт, кстати, это 4 этажа. Если читаешься Бишкеком, но это уже огромный аэропорт. Я могу вам показать внутри. Там видно, это 2, 3, наверное, это еще 4 этажа, да? И мне надо идти отсюда. Я уже на иммиграции сделал, только 30 минут останется. Я вам расскажу, со мной что случилось. Так было, потому что со мной это дрон у меня. А вы знаете, я иногда снимаю это дрон-ролики тоже. С которыми здесь он мне говорит, что ты не сможешь с дроном. Я ему сказал, почему? Он сказал, дрон нельзя. Я ему говорю, что это уже 4-й раз моя, да, что я выйду и с дроном всегда улетаю в Бишкек и обратно сюда 4 раза вылетели туда и обратно, да. Меня никто ничего не говорил. Он говорит, нет, ты не сможешь. Потом я ему объяснил, что мой дрон это 200
49 грамм, да, 249 грамм, который дрон, да, 250 грамм больше, 250 грамм для них нужно разрешение, у меня не нужно разрешение. Он, блядь, мне что говорит, я так хочу материть его, блин, вы не знаете, сколько, уже 3 часа, 2 часа, больше 2 часа пришло, что я ему это объясню и все, и он не понимает, он мне одна говорит, и второй говорит. Потом я ему сказал, что ты хочешь. Он говорит, давай ты скажи, с тобой какой-то друг, кто есть, что ты дай ему дрон, ты с собой не сможешь. Я говорю, почему? Потом я ему показал, вижу, что да, возможно, это разрешение. Пакистан тоже, если ты можешь, если твой дрон меньше 250 грамм, ты можешь себе взять багажа как хочешь, да. Потом я ему объяснил, но он вообще тупой не понял. Потом уже на этот час останется, я ему говорю, если я с которым мои рейсы, да, я уже заплатил больше на $300. Или что, слушаешь, ты будешь это мои деньги все заплатить, я буду тебя не отпустить так. Потом он говорит, ну, потом я объяснил, он сказал, хорошо, давай тогда иди, ну, в следующий раз я не буду разрешать. Я ему сказал, блядь, в следующий раз я не знаю, я приеду или не приеду в этот аэропорт или другой аэропорт. Я ему сказал, хорошо, оставьте. Так, у меня уже это, вы не знаете, я как сильно злой, да, на них, потому что они вообще не понимают. Если, ну, я не знаю, что он не понял, или он просто это так мне говорит, но это очень плохо. Это моя страна, я знаю, что это моя страна, но что правда это есть, я это, ну так бы все нормально объясни с иностранцам, я знаю, ну это плохо со мной так случилось. Если с вас тоже будет такой дрон, да, меньше 250 грамм, а вы можешь куда хочешь. Ну, я знаю, только в Узбекистане 2-3 страны такие есть, они не разрешают. Но это закон такой. У нас нету такой закон, я знаю это. Ну ничего, сейчас выйду, потому что только 20 минут останется, 30. Мне надо идти. Вот так, ребята, видно там очень красивая гора, но здесь, наверное, снег уже был, да, поэтому все белое видно. А так я не знаю, где мы находимся, но просто место крутое, отличное, мне понравилось. Ребята, я уже в Кыргызстан, официальный. Добро пожаловать в Кыргызстан. Я сейчас возьму свой багаж и потом увижу город Бишкек. Добро пожаловать. तो सामान का थोड़ा वेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना निकलते हैं। ये आंसर है, पता नहीं इनको क्या हुआ।